الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. Дорогие братья-мусульмане, дорогие наши виноделы, дорогие соотечественники, уважаемые москвичи и уважаемые представители посольства, послы и все уважаемые гости, позвольте объявить начало нашего торжественного собрания, посвященного освящению места строительства мемориальной мечети. Как и все наши праздники, мы открываем его со чтения священной книги Всевышнего Аллаха, Корана. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أجمعين. الحمد لله لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله ربımızga barcha maqtov, ulug'lar, hamd va sanalarimiz bo'lsin. Suyukli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge hayırlı ve selamlarımız ve salavat şerifelerimiz bo'lsin. Уважаемые члены правительства Москвы, дорогие мои братья, послы арабских мусульманских государств, а также мусульманских республик СНГ и республик России, мои единомышленники, священнослужители России, дорогие мои братья и сестры, сегодня знаменательный день в жизни российских мусульман, в жизни мусульман бывшего Советского Союза, а также в жизни мусульманского мира. Разрешению правительства Москвы, по постановлению правительства Москвы, мы получили земельный участок на прекрасном месте Москвы, на территории Парка Победы, на строительство мечети памяти павшим, защищая отчизну, защищая нашу страну, в том числе в честь победы над агрессорами, фашизмом во время Второй мировой Отечественной войны. В мемориальной мечети мусульман будет всегда звучать проповеди, которые будут призывать всех нас к миру, согласию, к единению, к защите нашей отчизны, а также, мы надеемся, это будет способствовать укреплению наших братских связей всех народов, живущих на территории Российской Федерации. Я сегодня от имени духовенства, от имени мусульманских священнослужителей благословляю наших строителей, благословляю всех тех, кто вносит свою лепту на возведение этого мусульманского храма, мусульманскую святыню. Пусть Всевышний Аллах будет милостив и милосерден. На территории Западного округа возводится мусульманский храм. Префект Западного округа, член правительства Москвы Гречихин Алексей Михеевич берет слово, и мы через вас, уважаемый Алексей Михеевич, просим передать слова благодарности правительству Москвы и лично господину мэру Москвы Лужкову Юрию Михайловичу. Ваше Преосвященство, уважаемые представители мусульманского духовенства, дорогие сограждане, дамы и господа, разрешите по поручению мэра и правительства Москвы поздравить вас с сегодняшним замечательным днем. Впервые за много десятилетий в Москве начинается строительство на территории нашего округа новой мечети. Примечателен этот факт и тем, что немалую часть расходов по возведению мусульманского храма
берет на себя правительство Москвы. Все москвичи примут равное участие в строительстве мечети. Программы, подобные этой, являются ярким свидетельством практического воплощения конституционных гарантий равенства всех религий у нас в стране. Всем известно, что многонациональная Москва никогда не делала различий в том, какому роду и племени принадлежит человек, отдавший свою жизнь за свободу, независимость и счастье Родины. В братских могилах лежат вместе русские и татары, украинец и башкир, белорусы и узбек, бурят и лагут. Жизнь, отданная на благо отчизны, кровь, пролитая на полях сражений в защиту ее, делает людей одинаково великими и перед Богом, и перед Аллахом, и перед потомками. В скором будущем здесь вырастет белая мечеть, как символ чистоты тех, память о которых она возводится. Здесь будут возноситься молитвы о погибших, произноситься проповеди, призывающие к миру и доброте, справедливости и человеческому достоинству, любви к Родине и к человеку. Этим самым мы все с вами сделаем вернее к ближнему своему. Спасибо. Уважаемые гости, сегодня среди нас присутствует также министр правительства Москвы Александр Сергеевич Матросов. Позвольте представить ему также слово. Уважаемые москвичи и гости столицы, так случилось, что в правительстве судьба выбрала меня наряду с работой по инженерному обеспечению города, содержанию жилого фонда, благоустройства, в общем, по признаку веры, по признаку различных религиозных воззрений. И мы в практике своей работы, а это моя непосредственная работа, занимаемся восстановлением храмов всех конфессий, и православных, и иудейских, и мусульманских, католических, лютеранских и так далее. И это было и вчера, это было и позавчера. Достаточно сказать, что более миллиарда рублей в прошлом году правительство финансировало работы по воссозданию мусульманского центра на проспекте Мира. Постановлением по распоряжению мэра на наш департамент возложено руководство работами и функция заказчика по строительству мечети на Поклонной горе. Мы это воспринимаем с благодарностью как память тех мусульман, граждан нашего большого дома Советского Союза, которые участвовали в самой жестокой мировой войне и совершенно не обращали внимания, какой из них веры. Они защищали свой общий дом, свою родину. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение, дорогие мои братья и сестры, дорогие сограждане. Приближается 50-летие победы над фашизмом, где участвовали и наши отцы и деды, мусульмане, наравне с нашими братьями-христианами, иудеями и представителями других религий. Завершается строительство храма памяти православных, и сейчас, в этом году, мусульмане также заложили первый камень на место строительства мемориальной мечети, мечети Шухада, мечети павшим, защищая нашу отчизну. Храм является для всех нас, трех мировых монотеистических религий, местом запретным
запретным для греха, местом, где совершаются добрые дела, добрые молитвы и откуда всегда призывают верующих к миру, согласию, чтобы мы все стали добрыми, оказывали помощь своему ближнему, всем, кто нуждается в помощи, быть терпеливыми и милосердными. И то, что в этом году, в 95-м году, была заложена еще одна мусульманская мечеть в Москве, в самом центре нашей России, столице многонационального, многоконфессионального евразийского государства, это доказательство того, что наше общество двигается по пути демократизации нашего общества, общество, которое будет уважать чувства всех верующих и где будут гарантированы и права на свободное вероисповедание, будут защищаться и традиции, культура народа, который живет на территории Российской Федерации. Духовное управление провело конкурс среди архитекторов Москвы, в целом России, на самый лучший проект мемориальной мечети и остановилась на предложенный вариант архитектора Ильяса Ибрагимовича Тажиева, известного архитектора не только у нас в России, но и в мусульманском мире, автора, который уже построил мечеть на территории Нижегородской области, в знаменитом селе Медина. И вот наш проект также, мы надеемся, будет цветком в этом парке. Мечеть представляет собой прекрасное архитектурное решение, и мы, благословляя эту мечеть, освещая участок, где будет строиться эта мечеть, передали возможность архитектору нашему еще раз показать свое мастерство. И мы очень рады тому, что проект уже согласован в Главном архитектурном управлении города Москвы. И сейчас мы приступили к строительству святого нашего храма, храма мусульман, мечети памяти. Наличие решения правительства Москвы о создании мемориальной мечети в Парке Победы на Поклонной горе и проведенный конкурс среди архитекторов дало возможность авторскому коллективу приступить к конкретному воплощению данного проекта в жизнь. Я хочу подчеркнуть, что в работе над этим храмом принимает огромный коллектив специалистов самого высокого класса. Ну, достаточно сказать, что конструкцию нулевого цикла делали специалисты мемориальной мастерской имени архитектора академика Полянского. Смежные разделы, как то освещение, вентиляция, канализация и так далее, делают специалисты института Гипротеатр. То есть это специализированный институт по созданию театрально-зрелищных предприятий. Данное сооружение имеет 7,5 тысячи кубических метров объема и 1200 квадратных метров полезной площади. Имеет 4 рабочих этажа. Причем наличие вот такой этажности связано с климатическими условиями нашей страны. Дело в том, что мы северная страна, и поэтому необходимы вестибюли, комнаты омовения, ритуальные комнаты омовения должны находиться в тепле внутри помещения. И это тянет за собой ряд специфических особенностей исламских храмов, которые строятся в нашем регионе. На первом этаже в стилобатной части мы располагаем технические помещения, а также небольшой музей реликвий и подарков, которые, очевидно, будут постепенно скапливаться
в этой мемориальной мечети, и их надо где-то хранить, показывать людям и создать достойное место для их хранения. На втором этаже расположены вестибюли и комнаты омовения, а также административные помещения для нормальной работы всех служб этого сооружения. На третьем этаже находится основной этаж. Там находится мужской молельный зал, примерно на 100 человек. А четвертый этаж – это, собственно говоря, галерея, на которой по канонам исламской религии находится молельный зал для женщин. На главном фасаде имеется балкон, на котором в дни большого скопления людей, очевидно, это будет во время мусульманских, а также праздников, посвященных юбилею войны, духовные лица смогут вести проповеди для вот этого большого скопления людей. Огромную помощь в создании этого сооружения оказывает Департамент инженерного обеспечения и лично министр правительства Москвы Александр Сергеевич Матросов, которому правительством Москвы поручено вести строительство всех культовых объектов города Москвы. В этом департаменте собрался коллектив очень грамотных, очень инициативных специалистов, которые принимают непосредственное участие в нашей работе. Это Геннадий Исаакович Муравин, начальник штаба строительства, очевидно, будет. Это Владимир Павлович Шведов и многие-многие другие. Это очень большая честь создавать храм в таком необыкновенном месте, который для каждого человека в России является святым. Ну а храм на Поклонной горе подчеркивает интернациональность этого места и его значимость в нашем обществе. Строительство такого храма, мусульманской мечети, требует немало средств. И постановлением правительства Москвы было решено 50% стоимости строительства выделяет правительство Москвы, а 50% на строительство должны найти сами мусульмане. И сейчас наше Духовное управление мусульман Центральноевропейского региона России ведет переговоры с мусульманскими организациями, благотворительными фондами мусульманских арабских государств. А также мы получили заверение наших братьев из мусульманских арабских стран, их посольств. И первыми откликнулось посольство ливийской Джамахирии, которые поддержали наш проект и оказывают финансовую помощь. Мы надеемся, что мусульмане не только России, но и стран СНГ окажут посильную помощь в возведении мусульманского храма, так как, защищая единую нашу страну, бывший Советский Союз, погибли все, не только татары, башкиры, а также представители народов Северного Кавказа, но и узбеки, казахи, таджики, киргизы и все те, которые живут ныне за пределами нашего государства. Поэтому есть договоренность с президентом Республики Татарстан об оказании финансовой помощи в строительстве мемориальной мечети. Мы надеемся, без участия не останутся и Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Адыгея и другие, где проживают наши братья. И также мы надеемся, президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев и Ислам Каримов, президент Узбекистана, не останется без участия. Мы надеемся, что общими усилиями мы сможем построить храм, действительно храм памяти нашим отцам и дедам, которые своей кровью защищали нашу отчизну.
Позвольте теперь представить слово чрезвычайному и полномочному послу Исламской Республики Иран в Москве, его превосходительству господину Мехди Сафари. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که در جمع پیروان ادیان الهی، برادران و خواهران ایمانی خود، روحانیون محترم، مقامات دولت روسیه، سفرا و دیپلمات‌های کشورهای اسلامی مقیم مسکو سخن می‌گویم. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мне доставляет большую радость то, что я нахожусь среди мусульман, братьев и сестер. Хотим предоставить слово временному поверенному дела посольства Саудовской Аравии в России господину Мухаммаду Афтани. إنه لشرف عظيم لي أن أشارككم حفلكم هذا بوضع حجر الأساس لمسجد الشهداء المسلمين تكريما لهم على نضالهم ضد أعدائهم في الحرب العالمية الثانية، والتي تحتفل روسيا الاتحادية هذا العام بمرور 50 عاما لانتصارها على النازية والفاشية، والتي ساهم فيها المسلمون وأتباع الديانات السماوية الأخرى للدفاع عن بلدهم وعن دياناتهم وأعراضهم. Для меня большая честь участвовать в закладке первого камня в основании будущей мечети, возводимой в память мусульман, погибших в борьбе с врагом в Великой Отечественной войне. В этом году Российская Федерация празднует 50-летие победы над фашизмом, в который внесли свой вклад мусульмане и представители других религиозных конфессий, отстаивая свою родину, веру и честь. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла илаха илляллаху, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ва лиллахил хамд, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла Дорогие мои братья и сестры, завершается наш праздник. Сейчас мы принесем в жертву жертвенного животного, и после этого сочтения благословенного Корана, священного Корана, наш праздник завершается. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان، والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، والحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه، هدية واصلة منا إلى روح نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Bu mübarek bulgan mescidni tüzülen vakitlarda özünün ulug' rahmetlerine yardım. Amin.